Яблочко. Ой, куда? Ой. Мадине она попросила не показывать ее лицо и изменить ее имя 30 лет. Она родом из высокогорного села на западе Дагестана. Мадина – одна из жертв женского обрезания. Вы будете в шоке, но у меня это было дважды в жизни. И все в детстве. Первый раз было, когда мне было всего лишь 5 лет. Туда приезжали девочки специально для этого обряда. То с Ростова, то с Махачкалы. Наши же девочки, то родственницы, то знакомые. Делала нам взрослая женщина. И все пошли к ней. А я даже не предупредил, свою маму пошла к ней. Первый раз вот так сделала, я не боялась ничего. Знала, в семье это было, что надо делать обрезание. Я не предупредил маму, пошла, сделала. Второй раз обрезание Мадине сделали, когда ей было уже 7 лет. На этот раз по желанию мамы, которая не знала, что девочка уже подверглась этой процедуре. Взрослые так доходчиво объяснили, зачем нужно обрезание, что Мадина до сих пор ни в чем не сомневается. Чтобы не ходили как неугомонные в плане интимного плана, чтобы утихомирить свою страсть. Мадина уверена, что обрезанные женщины живут так же, как и остальные, а саму процедуру сравнивает с прокалыванием ушей. Кому-то больно, а кто-то ничего не чувствует. Патимат Муртабекова, 30 лет, работает гинекологом. За всю свою практику столкнулась только с одной пациенткой, которой в 16 лет сделали обрезание. Эта женщина до сих пор проклинает своих родителей. До сих пор, говорит, своего мужа люблю как брата, как какого-то родственника. Но такого, говорит, страстного чувства у меня к нему, говорит, нету. Я его уважаю, боюсь там за него, там, чтобы он не заболел что-то. Но вот как женщина, я, говорит, никогда не была счастлива. История с публикацией доклада правозащитников о калечащих операциях у девочек недолго оставалась бы в топе новостей, если бы не слова муфтия Исмаила Бердиева, председателя Координационного совета мусульман Северного Кавказа. Надо всех женщин обрезать, чтобы разврата не было на земле, чтобы сексуальность уменьшилась. Через несколько часов после шокирующего интервью муфти Бердиев заявил, что он сказал все это в шутку, и люди не так поняли. Поправлять своего коллегу пришлось верховному муфтию России Талгату Таджудину, который назвал практику обрезания девочек проявлением жестокости, традиции, несвойственной России. Правозащитник, бывший имам мечети в Махачкале Заяддин Увайсов, настаивает на том, что практика калечащих операций распространена только в нескольких горных селах. Но в любом случае она противоречит Корану, который запрещает причинять вред здоровью человека. Ислам не ставит целью, чтобы лишить женщину каких-то удовольствий, да, и будь то женщина или мужчина, и не делает различия в этом плане между мужчиной и женщиной. Это серьезнейшее нарушение прав женщин и экстремальная форма насилия. Так об обрезании девочек говорит правозащитница Татьяна Лакшина. По ее словам, власти предпочитают вести себя так, как будто никакой проблемы не существует. Мы же не в Африке. Какой-нибудь высокопоставленный чиновник в Кремле, действительно, читая об этом в новостях, думает, а неужели в России это вообще происходит? Да не может быть. Ну, он, возможно, знает, что это, например, распространенная проблема в Африке, но в России-то, да, откуда? Но я также не сомневаюсь, что руководство Дагестана знает. В Государственную Думу уже внесен законопроект об уголовной ответственности за калечащие операции у девочек до 10 лет колонии. Но эксперты уверены, что искоренить эту варварскую практику быстро не получится. Нужно объяснять людям, какой вред причиняется здоровью женщин, и этим должны заниматься власти, СМИ и духовенство. Ну а Мадина, прошедшая через обрезание дважды, отказываться от этой традиции не собирается. Я лично своей девочке буду делать, ей только 5, к 7 годам буду делать.